вот это настоящий Путин, орущий о том, как у России отняли огромные территории. И это программа его ближайших действий. Э, Он будет оказывать, безусловно, громадное давление на Украину, но сначала он попытается получить это все-таки от украинского руководства, все, что ему нужно, присоединение Украины с РДО. Не случайно, между всего прочим, его ссылка абсолютно лживая в так называемой статье о Второй мировой войне на воссоединение Прибалтики. Он же говорил там, если помните, что прибалтийские страны добровольно, используя его слово, инкорпорировались в Советский Союз по воле его действующих руководителей. Вот так же он готовится и инкорпорировать Украину по воле действующих руководителей, замечательных людей Зеленского, Ермака, Коломойского. Вы знаете, я не буду с вами спорить, конечно, но мне кажется, точка в этих попытках уже поставлена, поскольку никакого прогресса на минских переговорах нет и быть не может. Путин не собирается ни в чем уступать, и мне кажется, весь этот процесс остановлен, и ни о какой встраивании там Донбасса в Украину сейчас уже, ну, на данный момент это уже больше риторика прошлого, она просто не актуальна. Это, наверное, на мой взгляд, это уже невозможно ни в каком виде. Я с вами согласен, но в Москве пока еще не потеряли надежды. Ну как же им не потерять, если два человека наиболее близкие к президенту, от которых полностью зависят не только психологически, экономически, но и, скажем честно, медикаментозно Коломойский и Ермак, а не просто стопроцентные люди Москвы. Но Зеленский, единственное, что удерживает Зеленского, он боится, что его просто после этого убьют, когда он станет уже стопроцентным предателем Украины.